Инфаркт, инсульт, стенокардия, сердечная недостаточность, рак легкого на первом месте по всей земле. Мы от него балдеем. И вместе с конфеткой заходит огромное количество врагов. Он не убивает лошадь. Уйди от этого, уйди от табачного дыма. Давайте пластыри запретим. Не пользуйся лифтом, не бери такси. Да, это не безвредно. Сервисис Б. Казахстан. Я доктор Александр Ильич Мясников, главный врач городской клинической больницы в Москве. Также телеведущий, кандидат медицинских наук, доктор медицины США. Конечно, есть немодифицируемые факторы риска. Это те, которые мы не можем изменить. Возраст. Обычно считается 40+. 40+ уже фактор риска, просто автоматически. У женщин климакс начинается в 50 лет. Соответственно, защитное действие половых гормонов на сердце прекращается, так что у мужчины 40, у женщины 50. Второе. Пол, мужчина все-таки страдает, то есть пол, возраст, генетика. Генетикой мы считаем не просто наличие сердечных заболеваний, а ранних, то есть инфаркт или инсульт, сосудистая катастрофа у прямых родственников в возрасте до 50 лет. У меня папа умер в 60, кто-то скажет, от болезни сердца. Это не наследственность. Вот в 49, в 50 – это наследственность. Да? Важно, возраст родителей. Вот это 3, что мы изменить не можем. Генетику, пол, возраст. Все остальное мы можем менять. А дальше идет просто по первый пункт. Самый убийца номер 1 – это курение. Инсульт, рак и другие заболевания, связанные с курением, вызывают канцерогены и смолы, образующиеся в процессе сгорения сигареты, а не непосредственно никотин. И этому есть научные доказательства. А убийца номер 2 – высокий холестерин. Убийца номер 3 – повышенный сахар. Убийца номер 4 – повышенный объем талии, то есть метаболический синдром. У мужчин больше, чем 102, у женщин больше 108. Соответственно, сюда же привязана физическая неактивность. Но с алкоголем тут есть разные мнения, потому что кардиологи считают, что малые дозы алкоголя, то есть это в пересчете на 19 грамм чистого спирта в день, оказывает, наоборот, защищающее действие на сердце. Однозначно курение. И это не просто вот курить вредно, капля никотина убивает лошадь, вот эти наши лозунги. Это реально вредно. Это доказано во всех исследованиях, уже миллионных. Никотин не является главным источником заболеваний. Он ответственен за привыкание. Табачный дым и продукты горения – вот главная причина заболеваний, связанных с курением. 40% всей онкологии – курение. Наверное, 50% всех сердечных болезней больше, чем онкология – это курение. Если вы бросили курить сегодня, вы из фактора риска по заболеванию сердца выйдете только через 2 года. А по заболеванию такое, как рак легкого, только через 5. И все равно ваши риски останутся в 2 раза выше, чем у человека, который никогда не курил. Поэтому чем раньше вы скажете «стоп», тем здоровее будете. И это тут нет никаких вообще сомнений и разговоров. Эти разговоры, у меня там дедушка курил махорку, дожил до 100 лет, да. Мы все разные. Но ты хочешь, как ты проверишь, тебе повезло в генетическую лотерею или нет? Ты хочешь курить, потом получить инфаркт или рак легкого? Или потом скажешь, ой, я не получил, значит, мне повезло. А если не повезло, везет только единицам. Поэтому это нельзя экстраполировать на общую популяцию. С этим надо бороться. Причем, я еще скажу, нет безопасных видов курения. Ни трубка, ни кальян, ни сигары. Я не затягиваюсь, да, а рак полости рта. Ключевой вопрос, который никто никогда не слышит. Никотин для сердца и вообще для организма, он не убивает лошадь. У нас есть никотиновые рецепторы в организме, с которыми он связывается. Он нас, да, это стимулятор, мы получаем от этого удовольствие. Но прямого вреда на сердце он не оказывает. Курение сигарет – самый вредный способ употребления никотина. А все из-за того, что табак в сигарете нагревается до 1000 градусов. При горении табака выделяется дым. И вот в этом дыме, который вдыхает курильщик, содержится множество токсичных веществ. Эти вещества и провоцируют опасные болезни, связанные с курением. Но смотрите, вот вы бросаете курить. Вам дают либо жевательную резинку, либо пластыри. Вы знаете, сколько в пластыре никотина? В каком-то пластыре на полпачки сигарет, а какому-то и на 2 пачки сигарет никотина. То есть количество никотина, которое вы получаете в жевательных резинках, в пластырях, в спреях, иногда превышает
никотина, который содержится в пачке сигарет. В чем тут соль? Мы хотим никотин. Наши рецепторы, мы от него балдеем. Ну, не спим, мы просыпаемся, стимулирует нас. Но никотин мы получаем путем вдыхания дыма. А вредят именно продукты сгорания. Там около 700 различных вредных веществ, включая до паров бензина, как на бензоколонке живешь. Вот эти частицы микросгорания действуют. Ты хочешь конфетку, ты берешь конфетку, а она у тебя завернута в огромный кусок там чего-то вредного. Ты глотаешь, чтобы получить конфетку, а вместе с конфеткой заходит огромное количество врагов. Именно поэтому борьба с курением именно так и стоит. Ты хочешь никотина, на тебе никотин. На, попрыскай, приклей, что-то сделай, на тебе никотин, но ты его получаешь без вот этой вот дивизии врагов, которые за этим никотином идет и ведет тебя к инфарктам или к онкологии. Все. Инфаркт, инсульт, стенокардия, сердечная недостаточность, гипертония. Что мы там еще знаем? Все. Повышение легочного давления. Нет исключения ни одного. И в онкологии то же самое. Практически нет ни одной онкологии, где не играло более или менее. Вред от курения. Даже и не в никотине, а в продуктах сгорания. В тех элементах продуктов сгорания, которые насчитываются сотнями, которые вызывают те разрушительные изменения нашего организма. И первые из них – это микрочастицы сгорания, вот этот пепел. Почему в Китае рак легкого на первом месте по всей земле? Топит углем. Там, где топит углем, мы дышим этими частицами сгорания. То же самое табачный дым. Табачный дым приводит к инфаркту. Это убийца. Не никотин, а табачный дым. В данном случае табачного дыма нет. Да, никотин, мы не говорим, что это хорошо, но мы же не говорим, люди, нагревайте табак электронно. Ни в коем случае. Я уже говорил, нельзя начинать с этого. Ты действительно придешь к настоящему курению. Но если ты курильщик, если у тебя хронические легочные болезни, если у тебя факторы риска инфаркта и инсульта, уйди от этого, уйди от табачного дыма. Снижай риски. Это точно меньший риск. Да, это не безвредно, но это точно меньше, чем вот это вот. Абсолютно понятно. Курение является хронической болезнью, протекающей с рецидивами. Понимаете? Вы не можете бросить, это нормально, никто не может. 97% не может. Значит, пробуйте еще, прибегайте к другим средствам, работайте над этим. Есть масса девайсов, которые приносят к тебе никотин. Работайте с врачами, меняйте, вот, делайте некурящий дом, не зовите курящих друзей и гости. Работайте над собой. Это нормально, что вы не можете курить. Но вы в итоге принять решение вместе с врачом, вместе с семьей, вы это можете. Надо бросать. Вы коснулись очень же такой темы, потому что если мы посмотрим на опыт Британии, электронные сигареты, все эти вещи, в Британии стоит на первом месте среди инструментов бросания курить. В системах нагревания табака табак не горит, а нагревается до 350 градусов Цельсия. В результате образуется аэрозоль, в которой на 95% меньше вредных веществ, чем в дыме обычной сигареты. Я вам называл уже спреи, я вам называл жвачки, я вам называл пластыри. Но ведь это то же самое, только в чем тут еще дело? Ты пластырь наклеил, а поговорить с человеком тебе все равно хочется покурить. Вот эту вот привычку, а выпил кофе, тебе хочется покурить. Тут имитация курения. Ты получаешь, твои рецепторы получают никотин, ты доволен, но ты его получаешь без вот этого всего огромного спектра табачного дыма, паров бензина, фенола, пропил там бутилена какого-то, даже не выговорю. Потом давайте так. Вы спросите вообще любого доктора, что опаснее, обычная сигарета или электронная? Любой доктор, если он доктор, скажет, ну, конечно. Это абсолютно твердый факт, что обычная сигарета намного опаснее электронной. Значит, да, вы должны запрещать это делать, продавать детям. Вы же не продаете алкоголь и сигареты детям и подросткам. Значит, это точно так же должно быть исключено. Потому что, да,
Если мы идем справа налево, от электронных сигарет и вейперов к обычному курению, это порочная дорога, и ее надо кирпич. Но если мы идем обратно от курения через электронные сигареты и вейперы к отказу от курения, то это, наверное, только хорошо. Давайте пластыри запретим. Давайте спреи запретим. Я еще раз напоминаю, что в Британии это первое средство борьбы с курением. Лучший вариант снизить риск опасных заболеваний – бросить курить. И делать это лучше как можно раньше. Те, кто не хочет пока отказываться от никотина, могут временно заменить сигареты на бездымное устройство. Ответ очень простой. Не хочешь получить заболевание сердца – двигайся, двигайся и двигайся. Ходи на этаж пешком, не пользуйся лифтом, живешь на 20-м этаже, значит, поднимайся на 3-й, на 4-й, на 2-й, оттуда вызывай лифт. Двигайся, не бери такси, не бери общественный транспорт, хотя бы несколько километров пешком. Каждый день хоть какие-то физические упражнения. Вообще, для того, чтобы не умереть от болезни сердца, надо очень просто иметь нормальное давление, нормальный холестерин, нормальный сахар, нормальный индекс массы тела и не курить. Очень просто.